Говорящее лицо. Так, вот меня видно. Угу. Ну все, начинаем, дорогие друзья. А что это у меня тут такое все? Я не могу просто отключиться. Вот так, не буду фонить, да? Книжка наша готова. Ребята, извините, сейчас у меня технические вот эти вот неполадки. Я вроде уже и звук выключила. А что мне сделать? Посоветуйте, пожалуйста. Микрофон отключен у меня. Помоги, пожалуйста. Это у нее отключено, это остров. Пока кнопочку нажмите. А вот так? Да, вот так. Вот так сделаем. Ну, начали. Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Надеюсь, у всех настроение хорошее. Рада, что все в сборе, что все улыбаются. Мы начинаем презентацию нашей книги, которая называется «В нашем волшебном мире». Вы уже все, надеюсь, познакомились с ней. Вот она у каждого лежит на стульчике. И для начала я хочу представить участников нашего мероприятия, которые сегодня здесь. Ну вот, начну с человека, который у нас на экране. Это идейный вдохновитель проекта, руководитель общественной организации «Лучики света», помогающая детям с неврологическими заболеваниями. Я сейчас, может быть, не очень точно произношу название организации, но вот Вероника меня поправит. Моя коллега, журналист Вероника Чупрова. Она к нам подключилась из Москвы. Давайте поприветствуем ее. Теперь те, кто присутствует здесь за столом. Автор сказок Валерия Амосова и ее мама Туяра Дьячковская. Автор иллюстраций чудесных Полина Славинская и ее мама Елена. Вы потом поймете, почему у нас мамы занимают такое почетное место. Ну, сразу оговорить, что мамы – это движущая сила, это продвижение таланта своих детей, поэтому мы очень им признательны в этом. Пожалуйста, представляю с удовольствием Анна Александровна Захарова, главный редактор редакционно-издательского отдела медиахолдинга «Якутия». Человек, который нам очень помог, и вообще медиахолдинг оказал нам огромную помощь. Ну и я всех представила. Да, ну и я литературный редактор, организатор этого мероприятия, журналист Анна Пшенникова. Вы, наверное, знаете, друзья, что 2 апреля это это день рождения Ганса Христиана Андерсена, великого сказочника, и это Международный день сказок. Поэтому наша презентация сегодня, это очень символично, как раз она проходит в начале апреля, потому что мы представляем новых юных сказочников, нашу якутскую гордость. Ну и в первую очередь, конечно, я немножко расскажу об этой чудесной книжке, ради которой мы сегодня здесь собрались. Это сборник небольших сказок. Сюда вошло 5 историй волшебных. Значит, сказки принадлежат перу вот этой чудесной девочки, которая выглядит как принцесса Валерия. И несмотря на то, что здесь в сказках у нас есть единороги, русалки, говорящие фламинго, на самом деле все эти истории, конечно, посвящены взаимоотношениям людей. И в основном они говорят о том, что надо быть внимательными друг к другу, добрыми и по возможности помогать тем, кому эта помощь нужна. Очень хорошие сказки с добрым посылом, что очень важно сейчас в нашем мире, очень важно, если дети прочитают и поймут, о чем эти книги. Это будет очень хорошо. С Валерией мы более так близко познакомимся чуть попозже. Хочу обратить ваше внимание также вот на что. На эти яркие, красивые, замечательные, веселые иллюстрации. Они принадлежат второй нашей девчонке, Полине. Она у нас очень человек дисциплинированный, и она профессионал своего дела. Я потом об этом расскажу тоже чуть позже, почему она профессионал. Это не любительские картинки, это человек знает, что он делает. Она учится на художника. Вот. Ну и, конечно, хочу отметить, что эта книга ценна не сама по себе.
Эта книга является первым шагом в большом проекте, который мы задумали вот с нашей Вероникой. И проект этот направлен на то, чтобы показать детям с ограниченными возможностями, что на самом деле возможности не ограничены, что они могут все. Я надеюсь, что эта наша книга станет первым шагом в этом большом проекте. И сейчас я хочу предоставить слово человеку, который придумал этот проект, который наполнил его смыслом. Она позвала меня и, собственно, дала старт всей работе. Вероника Чупрова. Тебя не слышно? А почему ее не слышно? Нет, я ее здесь слышу, у себя в телефоне. Дайте знать, когда меня услышите. Есть, есть. Слышно? Да. Можно? Вероника, говори. Ага. Прежде всего хочу огромную благодарность Анне выразить. Анна, спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась на эту авантюру. Я надеюсь, что у нее будет большое продолжение. Это, конечно, социальный, очень важный проект, и вы поймете, почему. Я сначала хочу вас познакомить с нашей организацией. Это организация «Лучики света», клуб для помощи детям с ДЦП и тяжелыми неврологическими заболеваниями, в том числе с ментальными отклонениями. Он задумывался как просто клуб, некая группа, где бы дети и родители могли общаться и друг друга поддерживать и чем-либо помогать. Давайте я вам сейчас включу нашу видеовизитку, чтобы вы поняли после нее, насколько важен такой проект. Она небольшая, всего идет 2 минутки, правда, была сделана всего несколько лет назад, 3 года назад, но тем не менее актуальность не потеряла. Пожалуйста, посмотрите. Если вдруг будет проблемы со связью, дайте мне знак, пожалуйста. Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Написано, Аня, что организатор отключил демонстрацию экрана. Включи, пожалуйста. Можете включить? Так, появилась. Появилась ли у вас моя демонстрация? Пока не вижу. Но если сейчас она не заведется, то тогда, наверное, можно своими словами будет рассказать. Да, ну давайте я еще сделаю попытку. Угу. Вот что-то было, какой-то вот намек. Сейчас. Есть? Не видите, да? Есть, есть. Появилась. Все, я включаю. Вероника, ну что-то не идет. Наша организация называется «Для детей воспитывающих». Вероника, ну нам тебя не видно, к сожалению. Презентация не идет, заставка только видна. Детей с ДЦП и тяжелыми неврологическими заболеваниями.
Почему лучики света – это то, ради которых мы и живем. Пока нас сейчас 113, и мы все прибываем, потому что в некоторых вузах у нас открыты уже филиалы, где тоже свои есть группы и свое количество детей. Наша главная задача – это информировать родителей, рассказывать о том, какие можно получить дополнительные услуги, медицинские, по образованию, образовательные услуги. Также мы информируем о том, куда можно ребенка записать на дополнительные занятия, организовать его досуг, какие-то кружки, студии. Некоторые из них мы открываем, пытаемся договариваться сами. У нас проходят различные мероприятия. Может быть, это даже самое главное, потому что очень тяжело справляться с трудностями, когда ты один на один. А когда нас много, уже все становится легче и намного интереснее жить. Дети наши должны обязательно быть в обществе, видеть друг друга, общаться. Общение – это самое главное. Это то, что мы как раз можем дать нашим деткам. Вероника, я прошу прощения, если ты меня слышишь. Попрошу отключить все-таки. Да, потому что презентация идет с перебоями. Вероника, если слышишь меня, отключись, пожалуйста, отключи презентацию. И очень рада, что нашли их, вступили в эту группу, получили очень много информации. Вот. Вероника, ты меня слышишь? Привет. Еще раз. Да, я слышу. Да, но презентация у нас тут шла с перебоями, но мы поняли, я думаю, главную суть, да, что большая помощь оказывается детям в разных сферах их жизни. Продолжишь еще немного? Ну что делать, это прямой эфир, это такая связь, поэтому я думаю, мы все с пониманием к этому отнесемся. Вот. Ну, если Вероника к нам сейчас подключится, это будет очень хорошо. Я сейчас продолжу тогда рассказ о нашей книге, о том, как мы работали, и все-таки расскажу об авторе, о Валерии. Валерия, наша автор плодовитый, она отправляла очень много текстов мне, различных сказочных сюжетов. Мы отобрали 5 из них и начали литературное редактирование, литературную обработку. Я хочу отметить, что девочки очень дисциплинированно вообще подошли к работе. Для них это была не игра, они очень серьезно, по-взрослому, как-то очень ответственно относились ко всему этому делу. И я хочу, в общем, предоставить слово Туяре, маме Валерии. Они работают в тандеме, большие молодцы. Ну, и я надеюсь, что вы сейчас расскажете нам о том, как ваша дочь пишет и как вообще происходит творческий процесс. Спасибо. Добрый день всем. Сегодня для нас очень такой радостный и незабываемый, такой замечательный день. У нас в нашей семье и среди наших друзей такое событие, можно сказать, происходит впервые. И выпущена, значит, первая книжка, сказка нашей Валерии. И будем надеяться, что это не последняя книжка будет. Будем дальше дело продолжать, надеемся. И я немножко хочу рассказать о Лере, да? Лера вообще начала писать, можно сказать, сказки недавно, где-то около года, наверное, назад. Но первую идею ей, чтобы о чем-либо писать, о себе, о жизни, о друзьях, такую идею ей
подтолкнула еще в школьные годы ее учительница биологии Ираида Иннокентьевна. Я вижу, она сегодня в зале сидит, Лера сама ее пригласила. И я думаю, что вот Ираида Иннокентьевна заметила такие способности, навыки Леры именно на страничках Инстаграма. И сказала ей, что у тебя так хорошо получается, попробуй. Но Лера не начала сразу писать, только эти мысли у нее остались в голове. А потом первым человеком, все-таки Лера считает, что который поддержал ее и который именно посоветовал ей написать сказки для малышей, считается хореограф танцевального кружка нашего. Лера там занимается с малых лет. Это инклюзивный ансамбль «Илдегей», руководитель хореограф ансамбля Алина Владимировна Васильева. Она тоже сегодня в зале присутствует. И с ее поддержкой и с помощью детского подросткового центра «Солнечный мир» была выпущена первая «Ласточка», первая книжка-сказка еще в декабре 2020 года. Потом, я как мама... Вот об этой книжке немножко поподробнее вы можете рассказать? Эта книжка у нас есть, она называется «Космическое чудо». Мы с собой захватили, и тут редактором у нас работала Алена Егоровна Копырина, она тоже преподаватель детского центра. А также содействие оказали директор Наталья Николаевна и Светлана Васильевна Кычкина. Все преподаватели, работники детского подросткового центра. А также художественные иллюстрации рисовала девочка тоже с танцевального кружка Наталья Николаева. Эта книжка именно предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Потом, где-то месяца 3 назад я обратилась именно руководителю организации детей-инвалидов «Лучики света» Веронике Чупровой. Она сразу с первого же звонка, с первой же переписки сразу согласилась на то, что поддержала нашу идею выпустить именно книжку-сказку. Потом мы познакомились с Анной Григорьевной нашей, это наш литературный редактор, журналист, очень замечательный человек. Мы с ними сообща поработали где-то 2-3 месяца, но в основном я считаю выпуск этой книги, над выпуском этой книги именно Анна Григорьевна работала почти, сама почти. Она отредактировала все сказки, она искала ходы-выходы, она договаривалась со всеми. И поэтому эта книжка, хочу сказать, вышла именно с помощью Анны Григорьевны. Ладно, не про меня сегодня. Поэтому очень мы благодарны ей. А также в этой книжке художественные иллюстрации сделала наша Полиночка Славинская. Она очень талантливая девочка, она очень хорошо рисует, и мы ей тоже очень благодарны. Мы сейчас о Полине еще поговорим, об ее вкладе. Друзья, я хочу сказать, что Валерия, она у нас молчаливая девчонка, но вообще она очень позитивный человек, и несмотря на те трудности, которые ей приходится преодолевать в жизни, я очень рада, что она творит и наполняет свое творчество этим добром, позитивом, каким-то светом, который исходит из нее, конечно, изнутри, из сердца этот свет всегда идет. Поэтому я предлагаю нашего автора сегодня поприветствовать аплодисментами. Валерия, ты большая молодец, умничка. И наша Туяра сейчас правильно отметила, что часть книги – это, конечно, иллюстрации. Иллюстрации принадлежат нашему молодому художнику. Я хочу отметить, что Полине пришлось очень много работать на этом проекте. Мы потратили достаточно много времени на поиск
И ей пришлось сделать много рабочих эскизов, каких-то вариантов, пока мы нашли вот эту цветовую гамму, пока мы нашли сюжеты, какую-то стилистику подходящую. Ну и вот в результате вы видите, что получились веселые, такие яркие, жизнерадостные, хорошие работы. Я тебя попрошу, Полина, сейчас рассказать о своей работе, об этом поиске, что было трудно, а что может быть легко. И, ну, а потом, наверное, мама продолжит и расскажет уже немножко о тебе, почему ты, собственно, у нас художник, и почему ты у нас принимала участие в проекте. Так, здравствуйте. Не волнуйся. Было трудно найти стиль сам, то есть я много подбирала стилей, отправляла, и много-много было. Вариантов было много. Не волнуйся. Вариантов было, да. И никак не могли выбрать, то есть вот совершенно тоже простой стиль и другой еще стиль, но между этими стилями... Я хочу сказать, что поскольку мы работали в условиях пандемии, естественно, мы работали удаленно. И мы связывались только посредством WhatsApp. У нас есть группа такая, называется «Сказки Леры». И вот мы связывались через WhatsApp, телефонные звонки, по почте отправляли WhatsApp картинки. В общем, довольно сложно было, но зато, я думаю, это хороший опыт для девочек. Мне еще помогла дочка Анны, София. Подсказала мне, что исправить, какую цветовую гамму сделать, более нежную, такую спокойную, яркую. Вот я бы хотела, чтобы Елена сейчас, мама Полины, рассказала о том, чем вообще занимается Полина. Она очень активный человек, разносторонний. Ну, пожалуйста, чуть-чуть о нашем художнике. Ну, Полина рисует с 4 лет, ну, сама себе дома. Мы нигде не занимались до этого. Вот, но один раз, когда я была 4 года, ну, вы знаете, как в 4 года дети рисуют. Шеи длинные, ноги длинные, там голова такая. Один раз всего в жизни я попробовать исправить, подойти и сказать, вот здесь вот ты не так. Все. Когда я подправила, она заплакала и сказала, ты все испортила. После этого раза я больше ни разу к ней в творчество не лезу. Никакими жестами, никакими. Я просто подставляю ей плечо. И поэтому я вот, у кого есть дети, да, я хочу сказать, просто подставляйте плечо. Ребенок сам знает, куда идти, как ему идти. Он сам, у него свой стиль выработает, свое видение и так далее. Вот. Ну, что еще по Полине хочу сказать? Ну, она очень... Она же у вас занимается или занималась вот с Петром Петровичем. Расскажите об этом. Мультипликацией занимается? Да, Полина еще занимается мультипликацией. В прошлом году она выиграла гран-при. И приз был очень хороший. Ей подарили аппаратуру, которой у нас не было и которую бы я, наверное, никогда не купила. В пределах на 80 тысяч, наверное, вот это все. Там монитор, понимаете, да, процессоры и так далее. И я считаю, что она сама заработала вот это. Получается, она со 2 класса занималась мультипликацией, и за это время вот такой хороший один приз. Но я думаю, что она заслужена. А по книжке еще хочу, раз мы по книжке, да, книжка ей тоже тяжело удавалось, честно скажу. Она где-то плакала, но я к ней не лезла. Она вот плачет, что-то не так, и тут же опять перерисовывать, плачет, опять отправлять. Что-то. Не рассказывайте все секреты-то. Да ладно. Вот. Ну, факт то, что книжка создана, надеюсь, вы ее посмотрите, почитаете и оцените. Я думаю, что вам она понравится. Хотя я сама в первый раз держу ее в руках. Вот что еще хотела сказать. Я хочу, конечно, сказать спасибо за этот проект Веронике Дмитриевне Чупровой, Анне Георгиевне Пшенниковой, ее дочери Софиечке, которая тоже участвовала. Она как на заднем плане все время была. Вот, и, ну, тихо, скромненько, она молодец, она вот именно как художник, она знает, что нельзя ранить душу художника, она так спокойненько, тихонечко, так, а Полиночка, может быть, здесь понежнее сделаем, а Полина, может быть, здесь вот это вот. Она не говорила, как делать, она просто говорила, а может так, а она уже сама уже делала. Вот. Ну, хочу сказать, что я очень рада, что Полина попала в этот проект. Это еще одна ступень, которая на ее пути.
И тем более она учится на художника-аниматора, собирается быть художником-аниматором, создавать мультики. Я думаю, что и книжка вот это вот тоже один из шагов к этому. Безусловно. Пути. Безусловно. И, насколько я знаю, большие планы есть и сотрудничество с Союзмультфильмом. И вообще надо отметить, что и Полина, и Валерия, они очень хорошо технически подкованы. Да, вот, Вера, скажите, потому что Валерия у нас закончила, скажите правильно, как это называется? Оператор Закончила ИВМ. техникум, республиканский техникум, ну, там для инвалидов. И получила свидетельство оператора ИВМ. Она свободно владеет компьютерной техникой и различными вот связями, видами связи. Так что вот наши девчонки большие молодцы, надо отдать должное. И мы сегодня их действительно вот, чествуем, можно сказать, не зря, а заслуженно. Ну вот, да, давайте поаплодируем. А теперь я хочу сказать вот что. Вот этот проект, о котором мы сегодня говорим, он полностью благотворительный. И все, кто на нем работал, все это делали бесплатно. И рассказ об этой книге был бы неполным без упоминания наших друзей, тех, кто нам оказал огромную помощь в издании этого тиража, медиахолдинг Якутия. Замечательные люди, они с удовольствием очень живо откликнулись на нашу просьбу, и мы думали, может быть, они сделают скидку или что-то, но вот оказалось, что они просто вот полностью благотворительность такую нам оказали и помогли в издании этого тиража. Я хочу вам предоставить слово Ане Александровне Захаровой, как я говорила, главный редактор издательства. Добрый день, друзья! Во-первых, хочу поздравить наших девочек, Валерию и Полину, с выходом книги, и родителей, и всех участников этого проекта, Анну Григорьевну, Веронику. Когда Анна Григорьевна обратилась к нам, нашему генеральному директору Владимиру Иннокентьевичу Сыромятникову, с просьбой вот в издании книги, мы сразу согласились и издали тиражом 100 экземпляров. Кстати говоря, вот наш медиахолдинг Якутия является одним из старейших предприятий Якутии. В этом году исполняется 160 лет со дня образования типографии. И в это такое непростое время мы занимаемся не только зарабатыванием денег, да, но и участвуем в вот таких социальных проектах. И хочу пожелать вот девочкам, нашим авторам дальнейших творческих успехов, чтобы у вас были еще книги, новые какие-то проекты. Обязательно. Вот. Всем счастья и здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Анна Александровна. И я хочу, конечно, от имени нашей команды сказать огромное спасибо холдингу Сахамедиа за то, что они нам предоставили тоже безвозмездно вот этот замечательный зал, современный, и мы сегодня можем презентоваться так ярко. И, конечно, мы считаем тех, вот, кто нам помог, и Сахамедиа, и медиахолдинг Якутия, это часть нашего проекта. Большое им спасибо за это. И я хочу сказать вообще, что продвигать вот такие вещи, помогать ребятишкам талантливым, особенно когда вот ситуация не очень простая, вообще это все сложно. И одного желания, даже если желание большое, то этого мало. И, конечно, очень здорово, когда появляются вот такие помощники, которые могут взять и безвозмездно просто прийти и помочь. И таким образом дать людям, может быть, какой-то старт, трамплин, даже каким-то образом решить судьбу положительно. Это очень здорово. И поэтому я хочу призвать, значит, тех, к которым мы будем приходить в следующий раз с другими нашими проектами. Конечно, всегда соглашайтесь, всегда помогайте, потому что это очень хорошо, это благое дело, по-настоящему благое дело. Ну вот, друзья, а теперь мы уже, в общем, обо всем так хорошо рассказали, а теперь, если у вас есть какие-то вопросы, а я надеюсь, что они есть, пожалуйста, задавайте, у нас еще есть минут 15 времени. Не стесняйтесь. Я не знаю, у нас будет ли какой-то микрофон? Сахамедиа, вы дадите нам микрофон? А, вот у нас микрофон там стоит. Да, А можно минуточку еще? Внимание. Вот. Да. Так. Полина вот хочет подарить ангелочков команде Анны Александровне Захаровой, чтобы она раздала этих ангелочков от наших девочек
что они настоящие ангелы, чтобы они помнили об этом, что они ангелы для нас и для всех. Спасибо. Можно, да, еще немножко. Еще минуточку, ага, сейчас. И мы также хотим вот нашей Анне Григорьевне все-таки с благодарностью тоже. Чупровой здесь нету, но я Чупровой в Москву поеду 8 числа, я ей всех подарю. И еще Лера хочет тоже немножко. Видите, мне очень здорово, что у нас такое душевное мероприятие сегодня, что мы действительно как-то вот друг к другу прониклись, потому что, работая на таком проекте, всегда становишься так или иначе одной семьей. Ну, давайте перейдем к вопросам или к пожеланиям. Пожалуйста. Арина Васильева, руководитель инклюзивного танцевального ансамбля «Илдагей» детского подросткового Центра творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный мир». Дорогая наша Лерочка, вот исполнилась твоя мечта. Мы с тобой мечтали, сколько, почти год, да? Вот когда началась пандемия, мы начали с Валерией, всегда общаемся по WhatsApp, в Instagram, всегда переписываемся. И Валерия всегда пишет разные такие красивые истории, рассказы о своей жизни, о разных этих случаях, да. И вот, как говорила Тьяра Прокопьевна, я ей предложила написать сказки именно для детей. И она мне сразу начала отправлять свои сказки. Мы долго думали, какую сказку будем выпускать, первую книжку нашу, да. И вот приблизился ровно наш волшебный Новый год, и мы выбрали самую красивую, сказочную, такую новогоднюю, космическую сказку, космическое чудо. И работали над этим выпуском наши педагоги детского подросткового центра, за что мы им очень-очень благодарны. Дорогая Лерочка, очень волнуюсь, очень много должна была рассказать, забыла. От имени нашего ансамбля, от имени наших родителей, я хочу с гордостью пригласить сюда наших родителей, детишек, которые занимаются в нашем ансамбле. В нашем ансамбле занимается 65 детей, из них 20 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 12 детей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Мы в этом году нам исполняется 10 лет. Мы сейчас работаем над выпуском нашей книги, наших первых ласточек, первый полет в танце. Так что мы хотим тоже сотрудничать с прекрасным медиацентром, Саха-медиа. Лерочка, желаем тебе всего самого прекрасного, самых ярких звездочек на небе, как ты сама. Никогда не болей, пусть исполняются все твои мечты. И всегда мы с тобой, всегда все твои друзья, все мы, педагоги, родители, всегда с тобой. И огромная благодарность тоже нашей Тьяре Прокопьевне. Спасибо большое, ребята, за такие теплые слова. Я думаю, вы можете вручить цветы, да. Ну и, пожалуйста, если у кого-то еще есть вопрос, может быть, даже не знаю, по организации, по творчеству, пожалуйста, подходите к микрофону, мы с удовольствием вам ответим. И я хочу сказать, что Валерия, у нас ведь она тоже танцует в этом ансамбле и даже занимала какие-то призовые места. Так, ну давайте продолжим. У нас много хождения не нужно, потому что мы находимся в прямом эфире. Поздравляю с первой книжкой.
Мы находимся в прямом эфире, поэтому давайте сейчас мы даем слово Софии Пшенниковой. Да, тоже молодой художник, перспективный. Вот она сейчас что-то у нас спросит. Всем добрый день. У меня именно вопрос по дальнейшей программе реализации детского потенциала, о которой вы говорили. То есть вот сейчас это издание книги, а в дальнейшем есть ли какой-то план, что будет дальше? Какой талант вы откроете на этот раз? Да, огромное спасибо за такой вопрос. К сожалению, вот у нас Вероника как-то ушла из эфира, с большим сожалением хочу это сказать. А вообще-то говоря, она как раз и могла бы вам более подробно ответить. Вероника, ты есть? Вот скажи, пожалуйста, ты слышала вопрос же, да? Да. То есть, правильно, это первый шаг, эта книга. И у нас в планах работать дальше. А что дальше, расскажет Вероника. Да, у нас же много таких деток, у которых тоже есть потенциал определенный. Это не обязательно литературное творчество или художественное, но мы будем искать. Это пилотный проект. Будут еще дети, и мы обязательно постараемся как-то реализовать в их творчестве, их потенциал открыть, потому что это очень важный социальный проект. Мы сами понимаем, что достаточно сложно вообще человеку с ограниченными возможностями как-то открыть свои таланты и продвигать их. Если обычный здоровый человек, он встал и пошел сам, то когда у тебя инвалидность, нужно помогать. Но при этом наличие инвалидности не говорит о том, что нужно сидеть дома и никуда не ходить. Вот мы смотрим на Полину, на Туяру вместе с замечательной нашей Лерой. Вы вообще большие молодцы, и вы сейчас делаете просто невероятное. Вы показываете всем остальным, что все возможно, нет ничего невозможного, нужно открываться, выходить из своих скорлупок, и мы будем дальше продвигать этот проект и искать других замечательных детей, которых у нас и в лучиках света достаточно, и в других детских организациях. То есть это не обязательно будут опять книги. У детей таланты самые разные, и поэтому, да, мы будем стараться продвигать всех. Может быть, там есть какие-то изобретатели, Эйнштейны маленькие, мы их найдем и поможем. Вот, что, пожалуйста, подходите к микрофону. Здравствуйте, мы хотим поддержать своих девочек. Мы, родители из клуба, из общественной организации «Лучики света», хотим пожелать девчонкам дальнейшего творческих успехов, чтобы у вас все обязательно получалось. Да, чтобы все было хорошо впереди, творческих ваших успехов. Спасибо за такие теплые слова. Я думаю, что каждому автору, нашим девочкам и их мамам это чрезвычайно приятно. И всегда любое такое усилие, оно должно быть вознаграждено и вниманием публики, и аплодисментами, конечно, и цветами, которыми сегодня вот девочек осыпают. Это очень здорово. Пожалуйста. Я хочу очень поблагодарить свою подругу Елену Славинскую, которая пригласила меня сюда на эту презентацию. Оказывается, и Туяра Прокопьевна здесь, моя коллега, любимая моя коллега. Девочек поздравляю. Это для меня явилось вообще большим сюрпризом. И я очень рада, что здесь присутствую, потому что атмосфера такая очень приятная. И девочки мне такие, любимые наши девочки, поздравляю вас с победой такой. Для кого-то уже вторая победа, может и у Полины, может, не знаю даже. Поздравляю, девочки, вас с таким, сказать, успехом, чтобы в дальнейшем вот это вот продолжалось такое творческое вот это вот начало, чтобы оно не прерывалось и вдохновение всегда приходило к вам больше, больше и больше. Я вас люблю. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сейчас обратиться, кстати, к нашим девочкам и сказать, что вот такой успех, он всегда хорош, это хороший трамплин. Но нужно не забывать, что каждый следующий шаг – это снова труд. И свой успех нужно всегда доказывать, всегда подтверждать, и идти вперед – это всегда сложно, потому что, в таком мире мы живем. Всегда нужно доказывать, нужно учиться. Я надеюсь, что Валерия
она продолжит свое творчество и продолжит обучение. Обязательно очень советую, прям рекомендую усилить обучение, чтобы уже быть полноценным автором, потому что у нее очень хорошее, интересное видение, богатая фантазия. Нужно этот алмаз нужно огранить. Ага, вот советую. Ну, Полина учится, и я думаю, что она продолжит свое обучение, мастерство ее будет только крепнуть. То есть вот так. Идти и не сдаваться. Добрый день, дорогие друзья! Мы представляем социальный дом, то есть специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов. Я заведующая отделением Максимова Саргалана Егоровна. Это Республиканский комплексный центр социального обслуживания. Валерия является получателем социальных услуг. Дорогая наша Валерия, мы ее знаем с детских лет. Она очень активно принимает во всех наших мероприятиях, всегда занимает первые места. Мы очень сегодня взволнованы таким событием и, конечно же, благодарим тем, кто вот находится вообще в этом зале, благодарим за ваш труд, да, за взаимосвязь, в общем, за благотворительность. Во-первых, хотим благодарить Туяру Прокопьевну за поддержку ее детей. Конечно же, поздравляем Полину с творческим таким тандемом и желаем нашей Валерии дальнейших творческих успехов, здоровья и, конечно же, мы тоже будем всегда рядом с вами. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Здравствуйте. Мы вот подошли поддержать наших девочек с Института новых технологий. Ну, тут не было сказано, девочки обе являются учащимися Института новых технологий не первый год. Они обучались еще с тех времен, когда он назывался Центром дистанционного образования. И, наверное, вот первые шаги знакомства с компьютером, конечно, девочки сделали, ну, обучаясь у нас, да. Ага, вот. Мы поздравляем девочек с таким ну, знаменательным днем. Да? Это уже, наверное, первая ступенька большой дороги, да, большому творческому пути. Ага, вот. И мы являемся сами преподавателями Института новых технологий. Вот и здесь присутствует куратор Полины, Михайлова Анжела Афанасьевна, меня зовут Слепцова Надежда Егоровна. Мы хотим поддержать сегодня девочек. И поблагодарить, в первую очередь, конечно, мы хотели бы матерей, да, потому что самой главной поддержкой девочек, конечно, в первую очередь является мама, да. И хотим поблагодарить вот всех, кто участвовал в создании этой книги, замечательной книги сказок. Спасибо, девочки. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня мы вот разложили для ознакомления, значит, книжки. Мы не имеем как бы права их продавать, они будут в продаже находиться в книжном маркете со следующей недели. Так что вы можете приходить в магазины книжного маркета, приобретать книжки. Если кто-то хочет сегодня оставить у себя этот экземпляр, может быть, с подписью наших авторов, ну, пожалуйста, обращайтесь, и тогда мы вам просто эти экземпляры дарим, ну, а вы нам как-то какие-то, значит, девочкам, как это сказать-то, обмен. Обмен, назовем это так. Добрый вечер. Так, меня зовут Ираида Иннокентьевна. Я Лерочку обучалась с 5 класса, а потом с 8 класса по химии. Она выпускница нашей школы МОБУСОШ номер 35 города Якутска. Лера очень-очень общительный, очень веселый, радостный человек. Но что я желаю? Ну, все у нее в будущем все есть, значит, начало есть. Так, мы очень рады, все учителя. Так, твоя первая учительница Татьяна Семеновна говорит, очень рада, да, и свои поздравления говорит. Ну, она сама скажет потом, наверное, да. Лера, я вообще в шоке. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, собственно, у нас осталось 4 минуты.
Если кто-то хочет, есть еще кто-то хочет сказать что-то? Ну, я очень признательна вам сегодня за такое внимание к нашему проекту, к творчеству девочек. Очень теплую атмосферу вы создали, вот наши гости, очень приятно. Я думала, что это будет пресс-конференция, получилась вот такая хорошая, яркая презентация. Огромное вам спасибо. Дорогие девочки и дорогие мамы, я благодарю вас за то, что вы так ярко идете по жизни, молодцы. Продолжайте в том же духе, мы со своей стороны будем помогать, если потребуется. И, конечно, еще раз с удовольствием благодарю Медиахолдинг Якутия за просто неоценимую поддержку в выпуске книги. Большое спасибо, давайте поаплодируем. А также наших друзей Сахамедиа за предоставленный замечательный зал. Огромное спасибо таким хорошим друзьям. Ну все, благодарю вас за внимание. Пожалуйста, за автографами к девчонкам подходите. Ну и до новых встреч!